Haklısın Azim. Бұл инде мелесі оқпа житырар. Ой, қаламашықлай. Лажа сема бұрыз. Нормально доехали. Марласмар. Арбаш марга инде нормально житыра бой. Евгений, Олег Владимирович. вон не везет, сирен дом банди сегодня, салам. Да вот как ты мне вчера пистон дал, Молодец. я Сразу понимаешь. похмельный был, я уже... Ну, согласен, транспорт емдірла. Ек, чтобы аван шала иртермеле болды. Çemberşehir'e Çemberşehir'inde теперь ожотря. Кайма Его семь только что почки зрения. Это учмада Давай селекция. Давайте Адыл сюда. милне чапты, Дмитрий адыл урлы каршылмар. Давай сюда, да. Салам, салам. Так, шоколад бар ба? Давай. Давайте, попробуйте. Симбирск пулынде шоколадын топлап жібересіз. Аван. Çemberşehir'e. Çemberşehir'e идется Где тут шоколад? Так, пиво. Ялан шығырлы Сара, барлы сара. бұлмалла Йо, бұлды. мар сара, acaba Сара. Сара. Тау тирем, Не бір савыры бирем. Шурре, бұрыс разы мақсим берем. Чебак сарды ба, күшті мен. Где были жамбики? Ага, күшті мен. Çemberşehir'e. Разница, күшті мен. Ну ладно, Ильдар, давай. Давай. Григорий тоже. Ему не надо. Голова надо. Пойдет, надо, конечно. Обычай привет. Помазы. Ладно, мне бір приехал, что пробовать мало. Я Çemberşehir'e. Он и Сам попей, других угощай. Николаевич. Ну, Николаевич. Да. Я говорю. Кучеваш сырье, Юрий Ильдар. Давай, Олег. Вы не за рулем, вам можно? Ну, сил был черчевасем. Ага, да. Раиса Васильевна. Знак Тепсирия Калашенко. Олег Владимирович. Где твои Юрий друзья? Витальевич. Опоздали, вот Ибар Кто? Дмитрий Васильевич. Сирия Попозже говорите, да? Тавдаматмур. Это не успел этот. Елена. Унда Кильже Кайма Сомах Падр и Сомахаты Тур Матур. Шамбада Кецилепер Акшак Менесим Миллионахал Легенда наглядной агитации плакат тетманды. Ханды урхлазень. Ирне чагаланапыр. Чагапыр, мендавапыр, пухапыр, мендавапыр. Так что хатырмендем. Так, Николай Григорьевич, кунданде ленты не космола блать. Наверное. Ну, Раиса Васильевна, потому что на открытии весенней да. выставки Николая Кондрашкина. Вы понимаете, потому что это почетно. 50 лет Мальчинский творческой язык вы первые почетные гости. Акшанданба пледеп сире, Мне кизе приятно. пледеп, хаварада сирен мажарада Татьянана чундан сирен юратный Сейчас бе, Юлдаш сен, шаунба кизе сидящая. шитремер сирен туссем пирен туссем, Вот. ялан өмір бірле бұрынмалла, Кузьмин, чавақсем числы хисепне булнил, пойдем тенчежин кузык барғада. Пройдите. Чужой гость. Так, давай. Ну как не гость? Наоборот, Раиса гость. Васильевна. Ульяновские гости. Конечно. Юрий Витальевич, давай подходи. Я должен был его вот так поддержать, должен помочь. Давай. Так. Так, мужа, откуда снимешь? С той стороны. Откуда сними-ка? Оттуда. Давай, Александр Нанкас. Опа. Так, можешь сувенир взять? На память, на память. Память кусок. Куда там давно? Когда сана Ну, я... Все, дорогие гости, давайте проходите. Олег Владимирович, значит, давайте последовательными будем. Да. Верни, Саш, Николай Григорьевич и Кондрат. 50 лет на службе народа. 50 лет творческой Молодец, уже деятельности. 50. Уже 50. Это цифра условная, конечно, если так быть точнее, где-то 60, даже больше, потому что я уже 12-14 полностью занимался наглядной агитацией, рисовал Ленина, писал призывающие плакаты вперед к коммунизму и все прочее, вы знаете. Поэтому еще лучшее социалистического строя, вернее, тоже через художников передавалось народу. Поэтому это моя дипломная работа.
Дипломный. Мои коллеги в курсе знают, эта работа в 1975 году завоевала диплом лауреата. Потом в Москве диплом первой степени на молодежной выставке. Ну, естественно, у меня уже тогда, 40 лет тому назад, были мысли, вернее, как бы сохранить образ древних болгаро-чувашских представителей. Естественно, мы мало понимали, что Купрат, прочее, все это, потому что в школах это не учили. Вот. Как-то мы приходили постепенно к этому, самосознание народа, она проявлялась постепенно. Знаешь, тем не менее, да. Можно мне внести реплику? Да. Это вы молодым сколько лет? Ну, я же говорю, 40 лет тому назад. Это вы не сильно изменились, это только борода выросла за это 65-й время. год. Да, не сильно изменились. Ну, 40 лет, это, как говорится, не так уж много срок. Плюс 40. Борода еще, так только что выросла. Еще 40. 30 лет ему. Мы можем еще творить. Это тот же самый, который на фоне Святой Руси на коне поражает Змея Горыныча. Вернее, змея, здесь лев, видите, уже символ, болгарский символ. Болгарского величия, болгарского, и все то же самое, и эти древние города, которые древней Руси, мы говорим, здесь основоположник государства Волжская Болгария, Это Котрак, да. Волжский болгарин, а долгий болгар чуваш. Чтоб она Юлдашсим Авварсер, коллеги часто делают замечания, Николай, обрушиваешь вроде чувашский народ. Но это не так, потому что здесь и по-русски, и по-чувашски написано у нас. Так, один вопрос. Николай Григорьевич, это у вас вот дипломная работа еще вот это? Да, диплом. Да, и он его, говорит, чудом потом спас, говорит, его хотели, говорит, забрать, его... А нет, ничего не спас. Эта работа, Да. На выставке гулял где-то, вот, и его привез сюда потом. она из коридоров художественно-графического факультета ушла после защиты диплома. Я приехал за ней забирать. Сначала, ну она крупного размера, вы видите, Дома есть. металл, специально на машине надо было. Поэтому я оставил на время, она висела, потом я приезжаю, спрашиваю там в деканате. Они приватизировали. да, вроде висела, ее нет там, понимаете? Ну так что она хранится, я думаю, где-нибудь у тех, кто был рядом, там на даче или где-нибудь. Потому что выбрасывать его вряд ли кто будет. А, ты его не успел забрать? Нет, Оригинал. не успел забрать. Давайте вот Это, значит, мы видим здесь букварь чувашского языка, вернее, чувашский букварь. Это один из учеников, первый ученик Яковлева, Рикеев, которого Яковлев привез в Немерщаны в 1872 году. И Рикеев проработал в Немерщанах 2 года, до 1974 года, и уехал в Казань. Так что это как раз память о том, что обкатывался чувашский букварь в Темирчанах. Естественно, мы давно говорим с Олегом Владимировичем, что темирчаны – это колыбель чувашской культуры и языка. Поэтому это мы увековечили 10 лет тому назад. Перебивая, Рикеев ведь у Ивана Яковлевича первый ученик был? Конечно, первый. Самый первый. Он Да, его- самый первый. И не только ученик, он был друг, они даже годки, они в один год родились. Он официально считается первым его учеником. Он, ну, вы знаете историю Рикеева, вернее, Яковлев приехал, рассказал про свою идею, что он хочет открыть чувашскую школу, приглашает своего друга Рикеева, он был пастухом, пас стадо. И он тайком собрался и ушел в Симбирск пешком Учиться к нему. к Яковлеву. Пришел, считаю, буквально босиком, Яковлев снимал квартиру, начинал тоже из ничего. Мы говорим, сейчас вот не дают. И тогда не давали. Яковлев смог, вернее, поднять такую махину, идею главную, великую идею, вернее, воплотить, сохранить, да еще 50 лет тянуть свой народ к свету, понимаете? да. Поэтому Великий человек. эти великие ученики Яковлева, они почти в моих работах есть, почти все хорошие.
давайте мимо не пройдем. Да, это Многострадальный наш Ашмарин Николай Иванович. Николай Иванович, да. Так, Потому может что быть, Ашмарин-то считается, вернее, чувашских представителей власти, руководства, чтобы получить разрешение занять свое достойное место, значит, в Чебоксарском пространстве. Улица Ашмарина у нас есть, место мы застолбили, там Ну, прекрасное место. 3 года, наверное, уже 4. библиотеки Ну, могут библиотеки, это само собой, это не проблема. Я могу гипсовый слепок подарить хоть завтра. Я намерен Национальному музею несколько своих скульптурных работ, вот, Васяниси, Ашмарина, вот у нас появился, стоял новый, Николаев космонавт стоит. Я все их подарю. Вот, кстати, в Болгарии мы установили великого чувашского писателя, народный писатель Мигулай Эльбек. Он стоит в Болгарии, там в бронзе. Ну, в данном случае это второй вариант, он бетонный. Мы его хотели установить у дома Ильбек. Приехали, уже дом там кто-то занял, ломали дом. Мы засняли, землю взяли, земля до сих пор в контейнере находится у меня. Поэтому, что еще можно сказать? Ну, тут мы видим представителей чувашской культуры. А вот этот, герой Советского Союза, до сих пор, да, я знаю, Ульяновский. Вообще этот герой занимает особое место для разговора. Это друг моего отца, мой друг. Это последний герой Ульяновской области. В смысле, позорно, что он сегодня здесь стоит, понимаете? Отсюда. Потому что я писал в интернете, писал руководству района, местному руководству. Они приняли решение не устанавливать, потому что есть там табличка, да, табличка, что на школе, что герой Воробьев носит, вернее, школа носит имя героя Воробьева. Ну, я же дарю его, честно говоря. Вот, все заказал сам на свои средства. Он полимеробетоне 100 лет простоит. Гранитную плиту дарю, мне место не дают, понимаете? Вот такой у нас начальство. Вот это бред, понимаете? Я, наверное, вот на днях освобожусь немножко, на неделе. Так, напишу губернатору. Новому губернатору. Конечно, да. Потому что он по-новому будет смотреть. Я надеюсь. Ну что, здесь мы видим нашего великого земляка. Естественно, в моих произведениях он отразился уже не первый раз. Я начал его лепить, наверное, с 15 лет, небольшие рельефы для районов. Там многих партийных организаций тогда было востребовано, все это надо было. Так что и в прошлом году к юбилею Ленина ко мне обратилось руководство района, Сарманского района. Они умоляли мне отреставрировать памятник Ленину, который он стоял там 50 лет. Я пришел, мы проэкспертировали, посмотрели, постучали, он сыпется буквально. Бетон устарел настолько, что его нужно было менять. Вернее, там тут же треснуло, она шаталась буквально. Я предложил зацепить его тросом, трактором, сняли, он треснул. И мы его восстановили вот в таком виде. Здесь вот на заднем плане видим ноги стоят, туловище и вот верхняя часть. Голова. Ну что здесь, по порядку. Если по порядку, ну естественно мы с обратной стороны видим тоже те же произведения, которые я устанавливал в студенческие годы еще Чапаев, один из моих работ, потому что я был восхищен. В детстве играли Чапаева, любой мальчишка чувашский, наверное, не только чувашский, русский, вся Россия играла Чапаева. Поэтому это была мужская игра, потом она перешла в реалии такого плана. Я его создал буквально за пару дней. Пришел к своему знакомому художнику Василию Петровичу Шеломов
Я говорю, Василий, можно мне полепить у тебя? Он говорит, да, пожалуйста, глина, станок есть. Тут же установил мне в уголочке поближе к свету. Сам ушел обедать. Я взял глину, налепил, значит, он приходит. Николай, ты что? Я говорю, все готово. Он говорит, памятники так не лепят. Понимаете? Я говорю, ну, у меня уже все. Ну, он говорит, хорош, конечно, говорит, его можно уже установить. Буквально в течение дня я его вылепил, отформовали. Это один из моих первых памятников было. Он долго стоял, где-то лет 20 простоял в колхозе имени Чапаева в Татарстане. Но, естественно, времена поменялись, сейчас колхозов нет, а памятника тоже нет. Вот. И что здесь мы видим, пока далеко не ушли, значит, волжский болгарин Адол Жибалгардиваш. Это времена, когда я служил, это ровно 50 лет тому назад, 69-й год, в 70-м я демобилизовался, это в горах Забайкалья. Это когда, честно говоря, скрыть даже не могу вот эту историю, когда китайцы полезли на Даманский остров. 20 ребят там лежали у нас, заколотые глаза, вырезаны пупки. Это хуже зверства Гитлера, понимаете, гитлеровцев, наверное, так не творили. Мне до сих пор неприятно, когда мы говорим про китайцев, честно говоря, это у меня душа разрывается. Вот мы им доверяем сейчас, братья и прочее, политика, времена другие. Не знаю, как так можно избиваться над солдатом. Это до сих пор у меня даже в стихах где-то и сохранилось, я ее показывать стесняюсь. Ну что здесь? Здесь наши уже международная деятельность. Здесь, значит, дружба Болгарии и Чувашии, России, естественно. Здесь 12 болгарских ученых, которые были приглашены в 2015 году. Ульяновск мы организовали и прекрасно провели научный форум. Доклады были зачитаны, 300 страниц, значит, это издание докладов я сам оплатил, вернее, и раздал в качестве подарка, да. Тем, вернее, кто делал доклады, заранее я подготовил их. Здесь мы читаем, у вас глаза лекции, прочтите Юмана стишок тут. Это Юман, Анатолий Юман, один из моих лучших друзей, коллега и советник, и наставник. Потому что эти люди как раз выводили нас в люди, поднимали. Он тоже почти тимирсянский, он учился в Тимирсянах. И мне очень было приятно под его крылом и Чувашскую академию мы вместе стали как-то посещать, потом его стихи всегда привлекали, тянули к тому же, чтобы я тоже мог писать. Прочитать? Ага. Сонет Анатолий Юман, скульптору и художнику из средних Тимирсян Кондрашкину. Тебя зовут по псевдониму Тимер Кондор, чуваш земляк из средних Тимирсян. Здоров, в рассвете сил ты, бодр, талант в чувашском мире Богом дан. Родное поле, тихие речки, склоны, в твоих картинах сельский быт, пейзаж. На древнем волжском легендарном фоне страна Булгарии видна тут как мираж. С Рекеевым беседуют, резвятся дети, тут в школьном сквере и глаза горят. Баталии военных лихолетий и ветераны с нами говорят. Талвинги смотрит нынче с пьедестала, ты хлебный внес в историю немало.
Прекрасное стихотворение. Ну, Сам тоже. написал на русском, или перевод это. Чувашский поэт Анатолий Юман, так и народного звания ему не дали, хотя он достоин был. Я его великолепно Для нас он все равно прекрасно народный, знаю. потому что Да. Его письма я храню. Он много- мы тоже рекомендации написали. Чемберджули Галаджат, великолепная поэма. И да, нас только огорчает то, что уходят вот такие великие, понимаете, а тем более уходят просто непризнанными государством, а общественно они давно признаны, они давно народные поэты. Да, великолепный вот это огорчает, человек, не да. слышат нас, Прекрасный руководители поэт. республики, вот Вообще, это обидно. как человек очень На хороший. самом деле. Прекрасно Поэтому знаю. Своих мемуаров. Это как жалко. ушел. Редеет у нас чувашская культура. Вот уходят, когда такие люди. Мы становимся беднее. Вот. Ну что, идем дальше посмотрим. Здесь у нас та же тема, она развивается. Здесь как раз на стапеле, на станке находится портрет основоположника Волжской Болгарии Катрага. Ну, тоже небольшая моя работа здесь, графического плана, тоже оттуда же. Я тоже вроде теплая женщина. Поэтому Вам не холодно? тема остается та же. Цели, задачи и приоритеты, как говорит Путин, те же самые. Здесь мы смотрим тоже, кстати, тот же Николай Иванович. Это было заснято давно тоже. Он до сих пор стоит здесь рядом. Да что это? Так, барону отдам. Ну что, Кошка чем вас тоже привлечь? чем пришла это? посмотреть. Вот здесь, Подальше, подальше. значит, Тимирщанская, значит, великая наша землячка, мы говорим, первая чувашская поэтесса Вася Нищей. Мы гордимся ею, поэтому это для нас всегда остается высшей мерилой. Это величие и достоинство чувашского народа для нас. Ну, естественно, идем немножко ниже. Это мои работы. Значит, в Тимирщанах памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На, кресло. И рядом портрет моей матери. Родина и мать это одно целое понятие. Неразделимо. Так что неразделимо. Поэтому мы в данном случае вот так наспех выставили его. Ну, естественно, это просторы наши, это Но это живопись ваших рук. Швияга, да, это вся моя работа. Здесь мы видим на этом месте, где сейчас мастерская моя, мы начали строить фундамент. Гляжу в этом доме, вот баба Катя, и вот соседний домик, вот этот, который стоит за забором. Она вышла, смотрит, ну что, Коленька, как дела? Естественно, вот она напоминает, как живая, точно так же выходила, интересовалась каждый день. Вот. И кошка вот ее здесь. Это не эта кошка мяучила. Вот. Поэтому жизнь продолжается, вернее, но Ну, это вы- оставляет, вернее, свои следы. Следы в данном случае живописные, этюды, портреты. Это Гурзов. Было время, я посещал каждый год Крым. В те времена еще Крым был наш. Для меня он был мой Крым. Гурзов я особенно люблю. Ялта, Гурзов, Коктебель. Это вообще сказочные места, которые меня всегда привлекали. Здесь мы видим нашего знакомого Станьява. портрет нашего наставника.
великого чувашского культурного деятеля, исследователя, значит, преподавателя чувашского языка, ученого, да. Поэтому это остается для нас всегда духовным отцом. Поэтому при жизни мы можем его называть так. Это очень приятно. Вот за ним мы видим, это уже старые Чебоксары. Олег Владимирович, поднимите немножко объектив повыше, чтобы видно было. Это старые Чебоксары, это буквально мои работы. Я или первый курс, или даже абитуриентом приехал, сдаем экзамены, акварельную работу набросали мы наспех тогда. А сегодня это уже звучит как уходящие чуваши. Почему уходящие? Уже этот собор наполовину он зарыт в песке. Этого места нет. Фактически это Красная площадь. Старая Красная площадь. Вспомните. Рядом парк. Ты знаешь, они, наверное, Надежда Константиновна, Рубской, помните? Там В памятник. 68 году поступила. Раиса Васильевна, Да. памятник Рубской стоял там. Да. И прекрасный парк, там качели стояли, я помню. Вот. Очень много было. Всего этого разных нет сейчас. железных Мне так деревянных жалко, я когда мостов. приезжаю, вот эти старые места. Водой, по-моему, да? Это- Комната смеха там была. Потому что... Оркестры были. Так, ну идем дальше. А все уничтожили. Здесь мы видим нашего великого чувашского сына Андриана Григорьевича Николаева. Он таким должен был стоять вот буквально в ближайшее время. Живых нет, здесь ты. Мы в прошлом году встречались с генеральным директором аэропорта, имели разговор. Была приятная беседа. Он нас принял, выслушал и дал согласие. Да, ему понравился этот проект. Но он сказал, надо рассмотреть горсоветом и принять решение. Так что, мол, проталкивайте дальше. А дальше, вернее, вот эти пороги, ходить по коридорам, там добиваться, это самое трудное для художника, понимаете? Здесь нужен какой-то инициатор, который поддерживает. Вот. Любой художник, он может создать работу за очень быстрый, быстрый и короткий срок, достойно, но вот это ходить, там выпрашивать землю, доказывать, что это необходимо, это самое трудное. Поэтому эти вещи должны делать другие люди. Казалось бы, должно быть Минкультуре, наверное, должна Да, ну быть конечно. заинтересованность. Вот я лично от чувашской Минкультуры, хотя, признали мои труды, достойно присвоили звание заслуженный работник культуры. Я, благодарен, что они это поняли. Но мне намного будет проще работать, если бы они еще понимали, принимали проекты, те, которые мы проталкиваем. Вот. И это очень сложно, поэтому я надеюсь, в дальнейшем, может быть, мы найдем общий язык как-то. Вы знаете, Олег Владимирович, сколько проектов, которые я пробивал, даже Микулай Ильбек, который еще торжественно не открыт в Болгарии, до сих пор. Он стоит там, но они ждут представителей Чувашской Республики, чтобы открывать его торжественно и подарить этот образ, Болгарскому музею Кириллу и Мефодию. Вот это не проделано. Все отворачиваются заместители, министр. Вот это огорчает. Поэтому, возможно, будем писать письмо к президенту Чувашской Республики. Главе. Да, главе, разница небольшая. Президент, глава, председатель, это один и тот же термин. Один и тот же Он пацан. не меняет значимость этой должности. Поэтому это надо делать. Так что я благодарен, что вы поддерживаете. Поэтому я думаю, в дальнейшем мы будем пробивать эти вещи совместно.
Так, ну что, здесь мы на фоне видим, это моя семья. Есть такое понятие. Раиса Васильевна, приглашаю вас. Это моя семья, это мои тимирчане. Я когда начал писать, значит, было задумано тимирчане, значит, 7 плюс я, мол, семья, где рос и я, Россия. Вроде все складно. Да. Поэтому вот она родилась. Но это большая картина. Это 3 раза меньше. Это репродукция. Типографии мне отпечатали. Но картина это 3 метра Ходите. шириной, 1,5 метра высотой. Эта картина подарена Тимирчанскому музею, вернее, школьному. При школе, там, знаете, в рекреации всю стену она занимает там. Так что там есть у меня подарки, там десятки разных других работ, живописи и графики, и скульптуры. Вот. Так, Николай Григорьевич, который из них на вас похоже? Где-то На меня, ну, я не могу. Ищи. И вот ты молодой, я его молодым не застал. Юр, я тебе отвечу Не застал? мамиными словами. Мама говорила, в смысле, Они все когда у нее похожи. спрашивали, кого больше любишь своих Да, детей? да. Здесь 8 детей. Да, мама, ну на тебя кто 7, похоже? откуда 8? Ты где возьмешь? 6 братьев. Ага. Поэтому она говорила, они все одинаковые. Вот один палец, вернее, любой палец порежь, болит одинаково. Поэтому и мы и так же похожи. Ну, выделял я там думаю, себе? это я. Себе не- Это старший брат Василий, это младший Олег. А там дед смотрит наш. Толя. Вот. да, Деда ты. мы не Он застали. на гармошке играет. Это Гена. Это Анатолий, вот на гармошке играет. А это Володя. Володя художник, в нашей семье тоже в Новосибирске. Твои сыновья прекрасных менеджеры, бизнесмены. Это Люда, она в Риге живет. Это Лида, сестра. Отлично. Хальплепер. Ну а здесь здесь мы видим все самое достойное и все самое великое наследие болгаро-чувашского народа. Это мы, если мы прямые наследники польских болгар, значит мы должны иметь памятное место. Это памятник, значит, уничтожения и предания, забвения Волжской Болгарии. Потому что так и произошло. И до сих пор еще мы говорим только в кулуарах, типа Самоната Беля, там прочее. Редко, когда на больших собраниях об этом я иногда выступаю, слушают, но редко пишут об этом. Вот это тоже То есть жалко. это- До сих пор еще как бы предано забвению, или как это можно назвать Николай по-другому, Григорьевич, это гибель цивилизации. предано анафеме, черт побери. Ну, разве так можно? Ну, ведь наследники великого государства, великой культуры должны об этом говорить и сохранить памяти народа. Поэтому мы предлагаем памятник. Это болгаро-чувашская, как мы называем, Голгофа. Мы знаем Голгофа, понятие Голгофа, это гора, вернее, где распяли Христа. А в данном случае это Голгофа Волжской Болгарии. Вот. Я вижу таким, потому что вот эти секиры рубили головы, четвертовали, колесовали, но выжили, народ выжил, сохранил культуру, язык. Это мы, чувашский народ. Здесь моя мама, естественно, где есть самое достойное, самое великое. У меня всегда, вернее, ассоциации, вернее, это моя мать.
Рядом мы видим, значит, здесь мы видим портрет Ивана Аксакова. Иван Аксаков один из выдающихся представителей тоже болгаро-чувашского народа. Потому что семья Аксаковых, мы знаем, она в истории, где Кузьмин у нас уехал, кстати, в энциклопедии Кузьмина, они все сохранились, он молодец, все это оплатил, издал энциклопедию за свой счет, по тем временам 2,5 миллиона оплатил за свой счет. Это редкий случай, вот когда... Дмитрий Васильевич, подойдите сюда, пожалуйста. Я говорю как раз о том, что Иван Сергеевич Аксаков, сын Сергея, вернее, как представитель болгаро-чувашского народа. В энциклопедии вашей он есть, он включен, правда? Это так? Кто? Это наша гордость. Аксаков, Иван Аксаков. Есть там. Который, ну, Сергей Аксаков есть. Нет, Аксак. Нет, тоже нет. Депутат Госдумы, по-моему, есть Аксак. Я уже... Не, мы же обсуждали вот эти все. Вот, если он не Ну, включен. я сейчас принесу книгу. Принесу, Вот. поэтому Есть. мы его почитаем как своего. В любом случае. В свое время, после, значит, победы над турками болгар, ему было предложено место, вернее, руководить правительством Болгарии, занять престол Болгарии, болгарского государства, понимаете? Об этом тоже мало пишут. Это интересный факт. С чего бы ему предлагать, вернее, быть, скажем, царем Болгарии, если бы у него не было бы, если он не был бы наследником, вернее, того народа, да ведь? Что? Тут видим плакат. Здесь мои работы, начиная от Ленина, Чапаева, Васяни, все писатели, поэты и прочее, и те же самые Аттила. Мы начиная от Аттила, кончая космонавтом Андрианом Григорьевичем. Да. Так, Николай Григорьевич, Ань. повнимательно, вот то, что на Фанагоре установлен, это памятный знак. Да. Вот это. Расскажи про это. А вот здесь Юра очень хорошо расскажет, как мы устанавливаем. Вот рак. Давай, рассказывай. Давай. Ну, давай. Вставай туда. Так, вот это знак памятный. Благодаря Николаю Григорьевичу установили и нашего мецената болгарского Владимира, который адвокат, юрист, который живет в Москве. Ну, вот очень мы, они Это хотели... Фанагорий. Фанагоре, да, самом Фанагоре, да, где наше государство, столица, Великий Болгария там был. И нам место выделили, и мы, чундаши, 2017 год, я извиняюсь, год какой? 17, я могу забыть. Ага. И мы, чундаши, тут активисты и среди нас есть, тут Николай Григорьевич, Раис Сарби, и Коля был, и я, тут все мы стоим, и вот это в честь памяти наше великое государство, вот Фанагор, мы памятный знак установили. Это было в августе в начале, жаркая погода была. И я думаю, это очень знаменательная дата. Там три великих люди нарисованы. Это Кубрат, Котрак и Аспарух. Аспарух, да, три. Один, один покорил это Болгарию, государство, другой Котрак у нас, в Волжской Болгарии, и отец Кубрат. Три основоположника болгарских государств. Значит, Кубрат Великую Болгарию создал, Аспарух Болгарию, нынешнюю болгарское государство на Дунае, и Котрак, на Волге, который создал Волжскую. государство на Волге. Олег Владимирович, пониже.
проходи вот это по кругу. Вообще надо было его взять на остановку. Она интересная. Это конь Егиц у меня сейчас в ангаре. В ближайшее время он появится на нем и всадник. Вернее, в образе Катрага, я думаю. Поэтому это задумано, отступать некуда. Поэтому вот вышла недавно книга, это мой творческий альбом. В данном случае мы видим на коне Катраг. Мой псевдоним Катраг. Поэтому это символично. Этот символ, я думаю, мы пронесем до завершения. Вот тот альбом, который давно должен был появиться на свет. Все как-то некогда было собой заниматься. И когда есть более великие дела, там собой заниматься особо и неохота. Мне говорят иногда, вот ты оброс, Николай Григорьевич, там иногда и не приодел, галстук забыл натянуть. Но ведь не в этом счастье. Счастье в том, что есть желание творить, есть что-то создавать доброе, хорошее, оставить своему народу вот такие великие, значит, мысли, великие образы, которые забыты. Это и приятно, и достойно уважения. Поэтому, еще небольшой стишок. Прочтите, тем более я вам дарю этот альбом, так что вы с этого начинаете читать. О, миг прекраснейший, минута славы, когда народ прозрел, благочестивый твой, и внемлет свет творениям прекрасным, и скульптор с гениальною душой. Стих, посвященный Кондрашкину, Лисовая, написала 19.10.20 года. Болгарская поэтесса. Спиди война. Книга ваша. Ой, там добусь. Так, ну что, на чем мы остановились? Здесь много интересного. Здесь Александр Сергеевич Пушкин среди нас. Я говорю частенько, что наверх подняться, здесь, Пушкин наверное, наше все. надо это. Олег, ты оставляй, там еще вторая выставка. Цветы к открытию прекрасной... Ну, это замечательно, это И надо. я подумала, через пару дней это цветы, они высохнут без корней. А думаю, если хорошо поливать, это простоит не 1 десяток лет. Пусть напоминает о нашей прекрасной делегации. Вы подарок Мы с собой. пришли с любовью Спасибо. Это жизнь. к вашей семье, к вашему творчеству. Сегодня один из моих самых замечательных дней в моей жизни, поскольку осуществилось одно из великих желаний. Я много раз, ты мне дарил много книг своих, это читала, смотрела, пропагандировала твои книги, твое творчество. И вот эту твою галерею я много раз видела на разных книжных продукциях. И очень мечтала посмотреть воочию. И поскольку такой случай предоставился, мы вместе с друзьями, бросив все, приехали и на вершине радости и счастья. Я преклоняюсь перед тобой, поскольку горжусь, что среди Чувашии такой есть великий художник, скульптор, поэт. Как поэт я признаю, даю рекомендацию свою из писателей. Много читала произведения, Чавашлада, Вырслада великолепно пишет и на русском, и на чувашском. И прекрасный прозаик, журналист, историк,
как говорится, не только 10 в одном, наверное, вообще 25 Комсомолец в одном. партнер и просто Да. хороший человек. Хороший, видела их чин по-чувашски. Давай, а, Вань? спасибо. Самый главный наш великий друг. И подождите, Я- у меня тоже подарок. Я хочу Нет, воспользоваться Против- хочу вот Я книжку только подарить. Не перебивай. против одного слова, вернее, великий. Не надо говорить лицо, в смысле. Это я говорю, это не молодому ты сам человеку, себя да, определяешь. Это Да. портит. Надо говорить непосредственно. Но в таком возрасте это Николай, Мигулай, уже не испортишься. Ну, хорошо. Если бы молодой был, я согласен, вернее, с тем, что, вернее, хотя называют, вернее, не называют меня посредственным, понимаете? Я не люблю, вообще не уважаю, не ценю посредственность. Непосредственность, это да, это человек пишущий, это оригинальный, как Станял говорит, потому что каждый человек должен быть сам по себе, потому что мир так соткан, что каждый из нас как отдельное зерно, вернее, а в целом одна целая масса, вернее, тоже по выражению Ленина, это народ. Это уже получается великое государство. Вот величие уже, вернее, в том, что каждый из нас достойный, что-то создает на своем месте. Это самое главное. Николай Григорьевич, у меня одна миссия есть почетная. Олег Симонов, внимание. По поручению Центрального комитета самого Зюганова слали награду. Мне велели тебе вручить. А награда называется Звонили из Москвы, да? 100 лет образования Чувашской автономной области, Чувашской ССР. 100 лет образования Чувашской автономной области. Явно хочешь Да, проткнуть и мою башню. вот это документ Кондраш Николая Григорьевича. Представляете, как говорит, печать есть, Зюганов. Вот эта награда мне поручена, как я старый коммунист. Ну что ж. Это памятная награда. Социальные проекты я ценю. Вторая награда мы вряд ли получим 200 лет, только выпустили один раз 100 лет. Ну, вот эта награда, я думаю... Давай, повесь. Дружные аплодисменты. Мы похлопаем. Колоть не будем, пример. Конечно. Я долгим делом. Не портится. Нет, давай не красим, Не надо, будет. красиво Конечно, выглядит, это не очень портится, не бойся. Это я их Тут ни одному повесил. И будешь ходить, как с ним сегодня никому не давай. Игорь Григорьевич, заслужил. Заслужил. Настоящий чувашин. И слово делает, да нет. Очень Я хорошо рад, что идет тебе награду этот нашел. Вот видишь, а то будто без наград. Сам хожу как Служу Советскому Союзу. чувашскому народу, болгаро-чувашскому. Нет, ну, Потом. И советскому. я имею в виду от Зюганова. тут. Да, фото на память. За Советский Фото на Союз. память. Фото на Да. память. А тогда так, я с этой в стороны. середине. Так, Я рад, что награду тебе нашел. Или как удобно. я хочу здесь преподнести небольшую книгу, одну из моих книг, моему другу Шар Владимировичу. Обязательно. Это книга называется «Хождение за три моря». Почему ему? Потому что он бросил все дела, как Раиса Васильевна сказала, все дела и поехала за три республики. Не каждый соглашается, иногда договариваемся в конце, вернее, пути, они отказываются, говорят, да вот некогда, там прочее. Мир так устроен, каждый занят, там прочее все. Если сказать, значит, надо выполнить свое слово. Владимир, На своей машине привез. Да, У нас буквально. хороший ямщик он. я благодарен, Очень что ты хорошо, да. поддерживаешь наши проекты и понимаешь, главное, Чебоксары приезжает, звоню, он уже стоит там на машине. Повозил, мы отметили, там побывали, значит, в аэропорт съездили на место, значит, установки этого вручаю. Можно было снять? Снимите. Подожди, давай. Не надо? Так, другая книга «Дети солнца». Я подарю Дмитрию Васильевичу, потому что у него наверняка нет этой книги. Нет, нет. Там раньше я как-то дарил, заносил,
Сейчас последнего редко бываю, поэтому Дмитрий Васильевич. Спасибо. Олег, да, вас зовут? Самона. Я его очень давно знаю. Еще лет 10 назад статью прочитал. Здесь. Прочитал статью в одной из газет. Не надо снимать. Фон. По-моему, вы жили на Дальнем Востоке одно время, да? Да я везде был. Вот. По-моему, Барт еще, да? И тот Песни. был. Вот я до сих пор помню. Хорошо. Вот его сейчас вот живой вижу. Ну, вот вам дарю энциклопедии. Пока только вам. Но Спасибо. если вы посетите Я держу. наш Чувашский культурный центр Мешает сегодня, Да, погоди, ты мне мешаешь работать. Сейчас все это вырезать придется. Обязательно. там условия есть. Не потом съездим. Сходим. Новый год, который можно снимать. Николай, ты тоже давно не был? Или два года. Из Болгарии приехал Николай Христов, помните, встречались там, в городе Болгар. Вот здесь репродукции Петр Первый, я вижу, да, облик. для книг моих коллег. Это Чемберский железный королев. Екатерина, Симбирские, Петр Первый, Симбирские. А где здесь Екатерина? Это которая? Вот Екатерина, вот она. Особо. Да. Это реальные дома. Подожди, это Екатерина вторая, да? Да, вторая. Здесь мы... Что? Ну, это мы увидели, посмотрели. Хочу показать здесь. Вот небольшая работа там. Это камни Пушкина называется. Это оригинальная работа, над которой я третий раз это пытаюсь создать. По-моему, он вышел оригинальный. Камни Пушкина. Ну, по-другому называют Малая бухта, некоторые называют бухта Чехова. Там все великие представители России побывали в свое время. Это в Крыму получается, да? Да, это Крым. А рядом вот это чья деревня тут? Рядом это деревня моей тещи, это Елшанка. Это лошадь моего друга, который мне уступал всегда распахивать огород. И когда необходимо было сено, вернее, деревня, это забота, сам знаешь, такая была. Память о трудах лошадь запечатлена. Да, это некоторые говорят даже, Николай, это копия кого у тебя, Серова или Васильцева? Я говорю, ребят, нет, очнитесь, это моя работа. Это в разное время были, вернее, у нас небольшие вылазки на этюды. Это порожний рейс называется. Сначала сделано было, вроде вечерело, нашлепок появился, а потом я нарисовал лошадь, собаку здесь. Здесь тоже на рыбалке, это тоже лет минимум 50, наверное. Это те ранние годы мы кучковались, собирались, рыбацкие лодки. Это полуостров рыбацкий называется. Там сейчас дачи и все. Вот. Здесь мы уже говорили. Здесь тоже небольшой этюдик. Это тоже крымский вариант тоже. Я сижу на той же бухте. Это те же камни Пушкина. Это река Чвияга. Тоже вечереет. Штиль абсолютно, вода чистая. А здесь мы видим Я тоже... Свиягу немножко знаю, она такая. Да, это верхняя Свияга уже, она чистейшая. Выше города, потому что... А здесь мы видим... Это тоже, наверное, крымские, да? Да, это тоже крымские, Золотые ворота называется. Это Коктебель. Это Коктебельский лев, я его называю. Коктебельский лев, это Максимилиан, художник, поэт Волошин, Максимилиан Волошин. У него собирались там Анна Ахматова, Бунин и многие другие.
он построил там великий музей, остался до сих пор еще. Мы частенько там бываем, его книга здесь показывает. Но эта картина называется «Кемерийский лев». Потому что он был крепкий, на самом деле похож на льва. Не надо, я сюда. Если лев, значит мы можем полагать, что корни у него тоже болгара такие. Он поэтому там заселился. Сам он был как бы украинец, с Украины. А, здесь маленькая работа, это график, это буквально рисунок авторучкой сделан был в свое время, лет 10 тому назад, когда мы впервые наметили установить памятник Кокелю. В прошлом году, благодаря Льву Пантелеймоновичу Куракову, Мы, кстати, о Коколе не вспомнили. мы все это, да, вот, кстати, вот. Да, вот он. Вот он. Так что есть еще у нас великие люди, такие как Кураков. Черкесов поддержал идею установки памятника Ашмарину. Надеюсь, в ближайшее время мы будем встречаться с ним. Он дал слово, поэтому это дело просто так не оставлять. И я думаю, установим мы его общими усилиями.